Привет, друзья! Сейчас я расскажу, как запустить рекламу с целью трафик. Для этого мы нажимаем «Создать». У нас выходят вот все наши цели. Нажимаем «Трафик», «Продолжить». Мы используем кампанию с целью трафик, созданную вручную. Можно, конечно, пользоваться и рекомендуемыми настройками, но это такое для чайников, да? Мы более профессионально обучаемся. Здесь я просто называю трафик. Тест. Все, в компаниях мы ничего не меняем и ничего не делаем. Здесь у нас вот раздел компании, группа объявлений и объявления. Переходим в раздел группы объявлений. В группе объявлений мы с вами видим несколько вариантов, куда мы можем делать рекламу. Да? Если мы берем раздел «Сайт», давайте я покажу все варианты, мы выбираем раздел «Сайт». Когда мы будем уже заполнять объявление, нам нужно будет в разделе «Сайт» сюда ввести определенную ссылку. То есть если у вас как бы сайта нету или вы не знаете, какую ссылку ввести, тогда вы уже берете другие, да, варианты. Это вот приложение, когда вы отправляете людей сразу в директ, это вот для обмена сообщениями, либо на WhatsApp, либо вы направляете сразу в профиль Instagram, либо вообще звонки. Давайте сперва сайт посмотрим. Максимальное число кликов по ссылке мы оставляем. Ну, можно вот разные варианты. Ну, нам нужен клик по ссылке, да, здесь именно результат будет клик по ссылке. Мы с вами ставим бюджет. Дата начала. Если вы, в принципе, запускаете так же, как я, днем или там утром, в принципе, вы можете ставить эту дату. Если вы запускаете где-то поздно ночью и уже почти 12 часов, лучше поставить следующий день и здесь 12 часов ночи. Таким образом вы сэкономите бюджет, можно сказать вот так. Я не буду показывать разделы, которыми я вообще сама не пользуюсь, поэтому пробегусь именно по разделам, которые вам нужно будет заполнить, чтобы эффективно запустить рекламу. За это время вы смотрите вот эти данные. Здесь у нас идет прогнозируемый размер аудитории, здесь у нас идет охват, сколько людей и сколько кликов по ссылке. Это все данные будут здесь показываться. Следующий раздел, который вы заполняете, это у вас будет местоположение, да, где у нас таргетироваться реклама будет. Ну, давайте возьмем Алматы. На английском, если это будет Алматы, а на русском, если будете набирать, у вас Алма-Ата. Здесь 40 километров, это автоматически выходит. Максимально мы можем ставить 80 километров. Ну, 80 километров я считаю, что смысла нету. Ну, конечно, если вы там конкретно там Копчегай или что-то брать не будете, потому что с этой стороны у нас вообще горы, да, там смысла нету. Поэтому вы можете поставить где-то 40 километров, это у нас поселки вот рядом с Алматой, которые расположены. И самое минимальное здесь показывает только 17 километров, да, то есть это вот, если вы видите по кругу, это у нас Ватиген-Батыр, Буралдай, Алатау, какие-то районы вот такие. Если вы хотите конкретно, у вас есть, например, салон красоты, и вы хотите, чтобы у вас окружение этого салона красоты, например, только видело вашу рекламу, вы нажимаете «Поставить метку» и выбираете прям вот пересечение определенных улиц. Например, вот давайте выберем Сатпаева, Байтурсынова. Давайте Алматы переходит на геолокацию, на циферки, и теперь мы можем уже поставить от 1 километра, да, то есть это несколько кварталов, вот 2 квартала, 3 квартала от нашего салона, например. Нам нужно чуть больше, и размер аудитории у нас получается 17 тысяч человек, это очень мало. Ну, если вам покажется, что это мало, вы можете вот здесь увеличить, поставить 2 километра, давайте хотя бы 9 километров поставим, у нас получается вот примерно центр Алматы немножко вот сбоку, да, там все занимает. Отлично, мы с вами поставили нашу геолокацию. Двигаемся дальше. Открываем еще параметры.
В принципе, вот здесь можно поставить минимальный возраст, можно пока это все пропустить. Если вы, например, таргетируетесь на конкретный язык, например, там у вас курсы испанского, и вам нужны люди, которые испанский знают, ну, то есть какие-то вот такие вещи, то можете прям поставить языки. Но в данном случае, если ваша реклама на русском, вам не нужно ставить язык русский, потому что у вас и так-то реклама на русском языке, и Facebook понимает, что это русский язык. Или там, если у вас казахский язык, да, можно, в принципе, выбрать здесь казахский. И, ну, иногда Facebook, возможно, не понимает казахский язык, и тогда вы можете вот так выбрать. Следующее. Мы можем рекомендации по аудитории нажать для того, чтобы поставить конкретно детальный таргетинг. Потому что, конечно, Facebook говорит, не надо ставить детальный таргетинг, мы сами тебе выберем аудиторию. Но по факту он не всегда выбирает на подходящую аудиторию, и на самом деле таргет-реклама ценится и этим, да, что у нас есть целевая аудитория, и мы можем конкретно на них ставить. Во-первых, мы редактируем возраст, то есть если нам не нужны 18-летние, мы ставим там, например, 22 и 59. Ладно, давайте поставим. Лица любого пола вы можете поставить мужчины и женщины, либо все. Также мы здесь можем поставить, например, салон красоты. Выбираем салон красоты, у нас 232 тысячи человек. Дальше, чтобы посмотреть вообще, что-то нам подходит или нет, внизу видите, рекомендуемые у нас какие-то данные даются. Есть красота, косметика, косметология, спа. Мы можем что-то выбрать из этого. Смотрим, 232 тысячи. Если мы выберем косметология, нам что-то поменяет или нет? Давайте спа выберем. 256, ага, добавилась аудитория. Так, косметология. 264, отлично. Так, что еще? Маникюр попробуем. 271. И давайте еще какой-нибудь. Примерно 5 штучек достаточно на самом деле. Давайте наращивание ресниц. Ну вот, 272. 272 тысячи – это наша с вами аудитория. Охват, ну, конечно, за наш бюджет. Сколько мы там поставили? $1, да? Вот за $1 у нас охват, видите, 604 человек увидит. То есть, чем больше мы ставим бюджет, например, если мы поставим $4, соответственно, у нас посмотрят 1500 и так далее, да? Но всегда начинаем с меньшего. То есть, сколько вам не жалко, пока начинаем, для того, чтобы понять, чтобы у нас аудитория накопилась, да? То есть, мы начинаем всегда с малого бюджета. Далее, все, мы с вами детальный таргетинг выбрали. Теперь мы с вами переходим в раздел «Места размещения», нажимаем «Редактировать», выбор мест размещения вручную. Выбираем, ну, я всегда выбираю Facebook и Instagram, мне кажется, оно эффективно работает. Я здесь уберу видеоленты Facebook, ну, возможно, Marketplace. Если у вас вот так будет, не бойтесь, нужно вот так раскрыть, да, ленты, истории. В историях мы выбираем Reels, Facebook. Вот эти все можно уже закрыть. Вот эти нам не нужны. Результаты поиска тоже не нужны. Ну, вы посмотрите по своему как бы усмотрению, что вы хотите. Все, у нас 386 тысяч человек, наша аудитория. За наш бюджет, конечно, нас увидят 600, ну, до 1800 человек. И кликов будет 1851. Дальше я обычно перехожу. И здесь обычно пишу, что там у нас было. Алматы. 17. Так, 22, 59 я возраст выбрала. И, например, салон. Все, я вот так как бы для себя отмечаю, что это за группа объявлений. Дальше запускаем объявление. АД1. Можете номер 1 написать по желанию. Здесь вы выбираете вашу страницу. Ну, давайте мы запускаем по таргету, поэтому таргетированная реклама, вот мой аккаунт. Все настройки, которые вы до этого делали, если все правильно сделаны, здесь автоматически у вас будет возможность вот так выбирать вашу страницу, которая вам нужна. Ну, здесь у меня много страниц, как вы видите, там страницы моих клиентов,
и много-много чего. Нажимаем «Создать рекламу». Это если у нас есть уже готовый креатив, готовый какой-нибудь баннер, готовый какой-то клип у вас. Мы нажимаем «Создать рекламу», нажимаем «Загрузка вручную», одно изображение или видео. Вот это можно оставить, в принципе, с несколькими рекламодателями. И вот здесь ставим какую-то ссылку. Раньше мы могли ставить ссылку Instagram, да, например, вот такую. В принципе, его тоже так можно сделать. Либо вы можете поставить ссылку вашего сайта, да. Ну, у меня есть сайт, поэтому могу я тоже ссылку сайта. То есть люди будут переходить на мой сайт, когда они нажимают кнопку «Подробнее». То есть вот здесь они нажимают кнопку «Подробнее», вот, и переходят на мой сайт. Так, вот здесь мы загружаем наш креатив. Это у нас... Давайте я просто изображение загружу, а вы, в принципе, можете потом загрузить любое, что хотите, неважно. Ну, давайте добавим. Далее. Здесь пишем текст. Это все, короче, копирайт, да, там вам нужно писать, конечно, рекламный какой-то текст, но я просто вот так напишу, чтобы вам понятно было. Дальше можете заголовок написать, если вам необходимо, ну, описание можно не писать. Призыв к действию обычно я оставляю подробнее, но вы можете здесь выбрать «Подать заявку», «Получить заказ». Призыв к действию сделали, нажимаем «Далее». Давайте выберем вот этот, который мы выбрали с вами. Здесь ее можно в ленте определенную, квадратную, да, фотографию. В историях вы можете поставить, вот либо вот так его увеличить, либо вообще можете заменить, например, поставить какой-нибудь красивый креатив, который уже сделан под историей, да, то есть как-то вот так можно выбрать. Вот мы выбрали картинку, мы поставили наш текст, вот показано, как будет выглядеть в Инстаграме. Вот в Инстаграме это у нас в Фейсбуке, да, то есть вот как вы назвали ее, в Фейсбуке вот так, в Инстаграме вот так. Дальше показывается, как он в сторисах будет выглядеть, как в рилсах, то есть все это у вас будет показано с этой стороны. Вот все. На самом деле мы с вами сделали один вид рекламы. Мы здесь можем просто сделать закрыть. И вот он. Вот наша компания, группа объявлений и объявления. Теперь мы нажимаем «Изменить». Я просто хочу зайти сюда обратно и показать вам другой вид, когда у нас, в принципе, мы можем захватить наш Инстаграм. Да? Для этого я просто сейчас сделаю «Создать объявление». Я делаю второе объявление. В этой же группе объявлений я делаю второе объявление. Пишу его AD2. Здесь я выбираю также мою страницу. Вот мой Инстаграм. Дальше я здесь делаю не создать рекламу, а использовать существующую публикацию. Я перехожу, выбираю, захожу в свой Инстаграм и выбираю какой-нибудь. Вот, выбираю. Ссылку можно не ставить. Давайте поставим нашу ссылку. Все, у нас вот это уже видеореклама, но я ее не делала, я там тексты не писала, потому что это все у меня уже было в Инстаграм, поэтому я ее просто загрузила со своего Инстаграм аккаунта. URL тоже можно здесь поставить. Здесь можно поставить подробнее. Все, на самом деле мы с вами сделали уже второе объявление. Мы выбрали другой вид, да, то есть мы не готовые наше именно креатив выбрали, а именно то, что у нас было уже запущено в Инстаграме. Дальше я просто сделаю быстро дублировать. Вот, я продублировала тоже объявление, которое у нас было. Здесь я могу уже выбрать, кто у нас ходит по салонам красоты. Женщины, которые ухаживают за собой. Женщины бизнес-вумен. Давайте мы возьмем бизнес-вумен. И здесь мы можем поставить уже не косметология. Мы вот это все удаляем.
А креативы у нас останутся те же самые. Либо вы можете, конечно, сделать новые. И давайте посмотрим бизнес. Вот у нас малый бизнес. Аудитория 282 тысячи. И малый и средний бизнес, предпринимательство. Вот мы выбираем и здесь смотрим, да, 380. Давайте мы оставим вот так вот бизнес. Это я вам показываю, что мы можем вот так вот сделать один, потом его дублируя, сделать кучу-кучу разных аудиторий. Каждая аудитория будет по $1. Здесь $1, здесь $1, здесь $1. И таким образом мы можем смотреть, какая аудитория у нас будет хорошо идти. Я здесь же хочу показать, что мы здесь уже будем выбирать не сайт, а давайте мы отправим их в мессенджер. То есть не мессенджер, это в Фейсбуке, а есть еще Инстаграм и WhatsApp. Вот мы выбрали. Здесь уже нам нужно будет выбрать страницу нашу. Если в той группе объявлений мы не выбирали, здесь мы выбираем. Я выбираю. Дальше вот он говорит, куда я могу на мессенджер людей направлять, я могу сразу в директ Инстаграма, я могу на WhatsApp. Мессенджером, если вы не пользуетесь, вы можете его вот так убрать и отправлять только на Инстаграм и на WhatsApp, например. WhatsApp номер сразу подключается. Если у вас не подключен, здесь подключаете. Дополнительно к вам придет код на WhatsApp, и таким образом подключаете. Ставите бюджет. Дальше устанавливаете также дату. Если у вас это все стоит, вы просто проверяете. Нажимаем «Редактировать». Ставим также Алматы. Ну, пусть у нас 40 километров остается пока. Дальше. Вот эту, кстати, можно убрать. Галочку. Дальше мы детальный таргетинг этот оставляем. Места размещения мы делаем. Все. Мы с вами, я вам показываю именно второй вариант, когда мы с вами выбрали уже не сайт вот этот, не на сайт направляем людей, а на директ, мессенджер, либо WhatsApp. На один из трех, то есть там будет попадаться в зависимости от того, что вы выберете. Так, скорректируем объявление. Первое объявление. Так, вот это я удалю, второе, чтобы оно вам не мешалось. Объявление. Заходим. Мы всегда, когда что-то меняем, заходим, смотрим, что не так в объявлении. Возможно, что-то сбилось, да, когда мы дублировали. Здесь у нас прям создать рекламу. И стоит отправить сообщение на WhatsApp. Если вы направляете на WhatsApp, отправить сообщение на WhatsApp нормально. Если вы направляете, например, в директ, да, например, подать заявку вы можете сделать. Вот здесь у вас будет вот так, подать заявку, напишите нам, да. Дальше исправить вот этот вот шаблон сообщений, который будет появляться, как только человек нажал на ваше объявление. То есть он нажимает на кнопку «Подать заявку», и у него открывается вот это сообщение. Нажимаем «Редактировать». Открывается у нас вот такая вот страничка. И у нас вопрос. Здравствуйте, чем мы можем вам помочь? Здесь вы можете несколько вопросов там. Расскажите подробнее о услугах. У нас же салон красоты. Можно ли получить консультацию от специалиста? Третий. Могу ли я с кем-нибудь пообщаться? Вот получается у нас вот такое будет. Здравствуйте, чем мы можем помочь? Сразу можно ли получить? Нажимаем «Сохранить». Все, у нас готово это объявление, которое отправляет сразу на WhatsApp, Direct или Messenger. Если вы выберете здесь звонки, сразу ваш телефон высветится человеку, когда он нажимает на кнопку «Подробнее» либо «Подать заявку». И он как бы
будет звонить вам. Но у нас часто люди не любят звонить сразу, потому что они стесняются, какие-то вот такие вещи, поэтому лучше их отправлять на директ, где они могут спокойно написать, вы им отвечаете, и вот как-то вы там дальше его убеждаете, что у вас самый лучший салон красоты. После того, как мы сделали с вами рекламу, вы можете закрыть либо вот здесь, либо вот здесь. Нажимаем «Закрыть». Мы выходим с вами на главную страницу ADS Manager. Здесь вы можете проверить свои объявления, зайти в компанию, в группу объявлений, в объявления, а затем вы нажимаете «Проверить и опубликовать» вот здесь. Открывается у вас ваши компании, группа объявлений и объявлений. Если у вас возникли вот какие-то вот такие ошибки, заходите, смотрите, что у вас там. Например, здесь говорит, что отсутствует ссылка на что-то, да, то есть мы заходим и проверяем. Если у вас все хорошо, например, вот наша компания это не вовлеченность, но узнаваемость, мы смотрим объявления, группы объявлений, вот ошибок здесь тоже нету, мы нажимаем кнопку «Опубликовать». Таким образом, наше объявление опубликовывается, то есть оно сперва уходит на модерацию. Модераторы Фейсбука проверяют, не нарушаете ли вы какие-либо правила. Если у вас все хорошо, у вас модерацию проходит объявление от 2 часов до 3 дней примерно, да, потому что если вы до этого не нарушали правил, и вы часто запускали объявление, вас сразу через полчаса вас смодерируют, и вы уже сможете запускать рекламу. Если вы только приступили, или вы до этого не запускали рекламу, она может иногда дольше проверяться. Иногда некоторые видео долго проверяются, баннеры могут быстро пройти, а именно видео могут проверяться. Поэтому не переживайте, ждите, вас обязательно проверят, дальше уже реклама будет идти. Действующая реклама у вас будет идти, вот здесь вот видите, статус стоит черновик, да, это значит, что оно пока еще редактируется, да, наше объявление, но мы же еще не запускали, оно вот здесь, видите, проверить, опубликовать стоит. Если уже запущенное, например, сейчас я покажу какое-нибудь запущенное, тогда у вас будет вот в таком формате. Вот, например, лиды активно. Да, то есть здесь уже объявления идут, и оно может вот так быть активной. Если вам нужно выключить какое-то объявление, либо вы можете зайти вот так, выключить одно из объявлений каких-то, да, вот через вот эти ползунки. Если у вас объявление всю компанию нужно выключить, вот тоже нажимаете вот так ползунок. Если вам в группу объявления какую-то, например, если мы сейчас зайдем вот сюда, у нас здесь много групп объявлений, какую-то группу объявлений мы смотрим, что она неэффективная, не работает, да, не рабочая, мы можем вот так тоже через ползунок выключить ее, чтобы она у нас не крутилась. Все, надеюсь, вам было полезно. Пожалуйста, если вам интересна тема таргета, маркетинга, потому что мы дальше уже будем именно теорию тоже изучать, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, свои благодарности пишите в комментариях. Это будет стимулировать дальше записывать уроки для вас. Благодарю за внимание.